다 그유물럼 파르마 사람 유네 다 공소 잡든지 자리요래 대인들이 사람 유네 애니멀람 소나게게 근데가게 러주게 신이나 바탕 Сейчас продолжается как Юмалам. Я хочу поприветствовать всех, кто в нем участвует. Я всех вас приветствую, всех халам, всех толку, всех монахов, монахинь и всех тех, кто смотрит трансляцию по интернету. Вчера я начал рассказывать о жизни освобождения Ачиши. И у нас всего 3 дня для того, чтобы рассказать об этом. И сегодня уже 2-й день наших учений, и завтра я должен закончить. У меня не было много времени для того, чтобы хорошо подготовиться. И кроме того, нет много времени для самих учений. Поэтому у меня нет возможности учить этой теме углубленно, развернуто. Но я хотел бы просто вкратце рассказать об этом. Возможно, некоторые темы требуют более глубокого изложения, но у нас нет сейчас возможности для того, чтобы посвятить больше времени им. Вчера я говорил о детстве Ачиши, о месте его рождения и семье. И я также рассказал о том, как с раннего возраста Ачиша изучал тантры. Следующая тема, которую я хотела рассказать, это то, как Ачиша стал монахом, взял монашеские обеты. И здесь были определенные причины, по которым Ачиша стал монахом. Как я уже сказал, он считал себя тантриком, практикующим тантру, ваджраяну, и именно этому он посвящал свое время, он получил много учений по тантре, и можно сказать, что он обрел совершенство в практике тантры. И он считал, что именно благодаря практике тантры он обретет просветление в этой жизни. И таков был его план, именно этому он хотел посвятить себя, практике тантры. Однако возникло много знаков, которые свидетельствовали о том, что ему необходимо принять монашество. К примеру, однажды он увидел сон, в небе перед ним появился Хирука и сказал ему: «Сын благородной семьи, если ты будешь продолжать практиковать поведение тантрической традиции Авадутивы, то ты не сможешь обрести просветление, а тебе нужно принять монашество, тогда в будущем у тебя будет много учеников-монахов». И кроме этого, однажды ему приснилось, что он находился в большом храме, и внутри этого храма пребывал благословенный Будда Шакьямуни, окруженный большой санкой монахов. И они все вместе вкушали пищу, то есть они ели. И Ачиша сидел вместе с монахами в самом конце монашеского ряда. И когда он сидел там в конце ряда, Будда увидел его, указал на него и спросил: «Что случилось с этим
человеком, что он не стал монахом. Что произошло? Почему он не стал монахом? Спросил Будда. И, таков был сон, который Атиша увидел. И еще в одну ночь он увидел другой сон. Ему приснилось, что в храме пребывал Майтрея, и он был одет в монашеские одеяния. И Атиша подумал, что я хочу подойти к нему, зайти в храм, к Майтрея. Но Майтрея сказал ему, это место для монахов, а ты мирянин, поэтому ты не должен приходить сюда. Такой сон еще приснился Атише. Все это были знаки, которые заставили Атишу думать, что да, похоже, действительно, я должен принять монашество. И в то время он знал одного мирянина в Наланде, мирянина, который служил в Наланде, и у него Атиша снимал комнату. И этот мирянин, он был очень знающим, был очень большим знаком такой монашеской дисциплины. И Атиша спросил его, я хочу принять монашество, но в какой школе, в какой традиции мне следует принять обеты, поскольку в то время было несколько школ и несколько линий передачи монашеской дисциплины. Какую из них лучше выбрать? Такой вопрос он задал этому мирянину. В ответ мирянин спросил его, ты хочешь продолжать практиковать Ваджраяну или нет? Или ты хочешь отказаться от практики Ваджраяны, когда ты примешь монашество? На это Атиша ответил, что я хочу продолжать практиковать Ваджраяну. Даже когда я возьму монашеские обеты, я хочу продолжать практиковать тантру. На это мирянин тогда сказал, что в этом случае тебе следует принять обеты в традиции Махасангики. Такой совет он дал Атише. И, последовав этому совету, когда Атише исполнилось 29 лет, он принял монашеские обеты в Бадгае. Там был храм, который назвал Махавихара. И именно в этом храме он принял монашество. Согласно другой версии, он принял монашество в Удантапуре. То есть два различных свидетельства, в каком месте он принял монашество. Однако нет различия согласно того, в какой традиции он принял монашество. В школе Махасангика, то есть он принял обеты Винай Махасангики. И мастер, которого он принял обеты, звали Будда Гняна. И похоже, что он был одним из нас, что он был очень известным, был очень известным мастером. Возможно даже, что он был как-то связан с Гуру Ринпоче Падмасамбхава. И имя, которое он получил при принятии обетов Дипамкара Шри Гняна.
Шри означает славный, гняна означает знание, и дипа означает свет, и кара означает действие, то есть тот, кто производит свет, славное знание, производящее свет, славное светящееся знание, сияющее знание. И почему последнее слово было имени Гняна, поскольку его наставника звали Будда Гняна. Но согласно традиции того времени, имя ученика должно было включать элемент имени учителя, поскольку учителя звали Будда Гняна, а Тиша получил имя Дипанкара Шри Гняна. И, как говорится в стихах восхваления Атиши, составленных Драмдамбой, без привязанности к чувственным удовольствиям, он покинул богатство знати, стал монахом в традиции Махасангика. Я молюсь славному Атише. С того времени говорится, что Атише придерживался очень строгой дисциплины. К примеру, он отказывался вкушать пищу, которая находилась в глиняной посуде. К примеру, даже если это была вегетарианская пища, какие-то цветы, либо растения, он отказывался есть его. И если его спрашивали, а почему ты отказываешься вкушать эту пищу, он говорил, что глиняный горшок используется для того, чтобы сохранить алкоголь, например, вино либо пиво. И поэтому он не только не вкушал сам алкоголь, но он даже отказывался вкушать пищу, которая могла храниться в той емкости, в которой когда-то хранили алкоголь. И это показывает, что он очень строго относился к традиции Винай Махасангики, поскольку в Махасангике вкушение алкоголя является ключевым коренным обетом. И это то правило поведения, которого придерживается очень строго. И именно поэтому Атиша никогда не ел из глиняной посуды. И по его собственным словам, я никогда не совершал нарушений обетов противокши. Я иногда нарушал обеты Бодхисаттвы, и часто у меня было много нарушений самой Тантраяны, но я никогда не оставлял их без практики раскаяния даже на один день. То есть если он совершал нарушение какой-то самой либо другого обета, он раскаивался в тот же самый день, совершал практику раскаяния в тот же день. Он не оставлял эти обеты без раскаяния до завтра. И следующее хочу рассказать о различных именах Атиши. Самое известное санскритское имя — это Атиша. Если мы переведем это слово на русский, мы можем сказать, что это выдающийся, наиболее выдающийся, совершенный Атиша. И кроме того, это имя также может быть объяснено согласно своим составляющим. Первый слог первый слог Ади означает непревзойденный, а Шанти означает умиротворенный. Таким образом, это Ади Шанти, непревзойденный, умиротворенный.
Атиша. Есть еще другое объяснение, что первый слог А относится к великой йоге, либо великому йогину. Второй слог Ти относится к великому пандиту, то есть Ти пандиты. И Ша относится к бикшу. Так, это великий йогин, великий пандита и великий бикшу. Возможно, также Ша относится к слову бикшу, акшараманери. Рамана. Это еще одно объяснение имени Атиша. И много разных способов, путей, как оно будет, как можно объяснить это имя. А как же он получил это имя? Есть два свидетельства. Одно из них — это то, что мы видим в истории украшение ума Кадамбы, составленное Панченным Садраком. Не говорится, что это имя дал ему жемчуг, то есть Боди Праба, который увидел, что Атиша отличается от других пандитов, что он наиболее выдающийся среди пандит, и поэтому он назвал его Атиша, несравненный, выдающийся. И в другом источнике, в сакьябинском тексте истории Кадамбы, который составил Сакьяпа Кунсю, говорится, что один выдающийся царь Индии по имени Дharmapala признал, что Атиша был наиболее выдающимся среди всех пандитов Индии. И он пригласил его поэтому Викрамашилу и дал ему этот титул Атиша. Однако, согласно историческим хроникам, царь Дharmapala, если это Дharmapala, принадлежащий к династии Пала, то он жил в другое время, чем Атиша, поскольку Дharmapala жил в 8 веке, а Атиша жил позже. Поэтому, конечно, это все лишь догадки, мы не знаем, о каком Дharmapala идет речь, но если речь идет о Дharmapala из династии Пала, то это выдающийся царь династии Пала. И согласно оценкам историков, он жил в 8 веке. И если он жил в 8 веке, то его годы жизни отличаются от годов жизни Атиши. Сколько Атиша жил примерно в X веке, то есть между ними разница в 2 века. И поэтому, скорее всего, верным является свидетельство, что это имя Атиша было даровано Джанчубом Боди Прабой. Также в истории Таранатхи говорится, что он не говорит, что во время жизни Атиши правителем Индии был Дharmapala. Он говорит, что в то время правил царь Баяпала. Именно поэтому, скорее всего, следует логически признать, что Бодhi Праба даровал это имя Атиша. Как бы там ни было, Атиша стал известен под этим именем в Индии, это его санскритское имя. Однако в Тибете Атиша наиболее известен под именем Джово Дже. Джово — это имя статуи Будды в Лхасе. В Лхасе есть 2 статуи Джово. 2 статуи Будды Шакьямуни, которые называются Джово. И это тоже слово, которое первое в имени Атиши Джово Дже. И Джово является переводом санскритского слова «свами». В наши дни много индуистских лам
и много индийских учителей носят титул Свами. И в общем в Тибете это слово означает царя, лидеры. Также Джово — это тот, кто старше нас. К примеру, старший сын называется Аджо, Джоджо, Джола. И это слово Джово, возможно, происходит из того же корня. Либо мы также можем соединить, либо понять, что это слово также связано с Джово, статуей Лхаси. Это Будда в форме Самбхавикая. То есть Будда, одетый в украшения и одежды Самбхавикая, называется Джово. В любом случае, Джово — это тот, кто вызывает уважение. Это кто-то высший, почитаемый, восславляемый. Это слово, которое означает, что мы почитаем, восславляем кого-то, кто-то выше, выдающийся. И в Тибете лишь Атиша известен под именем Джоваджи. Нет ни одного другого мастера, которого звали Джоваджи. И это показывает, как тибетцы ценят доброту Атишу. У них особое чувство к Атише. И именно это отношение, это чувство возвышенного почтения и отражается в этом имени, которое Атиша получил в Тибете, Джоваджи. Именно так Атиша получил это имя в Тибете. Затем, возвращаясь к его жизни, до того, как ему исполнилось 31 год, он изучал много текстов Махаяны со многими учителями. Он изучал колесницу основы Шравакаяны. В то время наиболее выдающимся были 4 школы Шравакаяны, которые называются также 4 коренными никаями. Это Махасангика, Таравада, Махасамата и Сарвастивада. Это основные школы Шравакаяны. И говорится, что они были основными во время жизни Атиши. И у них они получили наибольшее распространение и сохранялись как великие школы в то время. И у них были свои традиции Виная и Абхидхармы. И говорится, что Атиша изучал коллекции сутр Махасангики, Таравады, Махасаматы, Сарвастивады, также их традиции Виная и Абхидхармы. И у него была вера во все эти 4 школы учения и изучал Трипитаку, каждой из них. И говорится, что он изучил каждую в отдельности и не смешивал их. И он знал очень детально правила Виная каждой школы. И как пример того, как детально он знал положение Виная этих школ, например, он знал, как монахи-послушники должны подносить чаши для подаяния во время вкушения пищи монахам бикшу. То есть очень детальное положение поведения Виная. И он изучал Абхидхарму Махавибхарша Шастру, которая была очень обширным текстом, насчитывающим 800 томов. Ее составил Архат Упагупта. И говорится, что она была общей основой для изучения Абхидхармы во всех этих 4 никаях. И он изучал Абхидхарма Махавибхарша Шастру с мастером Дharmarакшитой в Адантапуре.
монастыря Дантапури. И обычно изучение этого текста занимало 12 лет. Однако Атиша был таким усердным, что смог изучить его за 8 лет. И как он изучал этот текст? Он на протяжении недели, он 6 дней проводил с Дharmarакшитой. На 7-й день он уходил, то есть один день он проводил за воротами монастыря. Он пребывал 6 дней и на 7-й день уходил. И причина, по которой он уходил на 7-й день, заключается в том, что согласно самой тайной мантры Ваджраяны запрещается проводить 7 дней вместе со шраваками. И чтобы не нарушать это самое, он уходил на 7-й день, чтобы не проводить со шраваками 7 дней. И это то, как это объясняет Нокалупашераб. И Атиша учился со многими гуру. И он не только путешествовал по всей Индии, чтобы встречаться и получать учения от различных учителей, но он также путешествовал. Например, он посетил Суматру, посещал Цейлон, Шри-Ланку, и он преодолел много трудностей для того, чтобы встречаться с этими учителями. В то время путешествовать по океану было очень опасно, и он преодолел много трудностей для того, чтобы получать дарма учения от этих учителей. И говорится, что всего он следовал за 157 учителями, что у него было 157 учителей. Это максимум, число максимум это 157 учителей, а минимум это 30 учителей. То есть у него было от 30 до 157 учителей. Сейчас у нас нет времени, чтобы детально говорить о каждом из его учителей. Однако среди них наиболее выдающимся были 3. Это 3 гуру, с которыми он изучал бодхичитту, от которых он получал учение по бодхичитте. Тоже эти 3 учителя. Это Дharmarакшита, Майтри-йоги и Суварнадвипа Дharmakirti. Это 3 главных учителя Атиши: Дharmarакшита, Майтри-йоги, Суварнадвипа Дharmakirti. И среди них Атиша наиболее почитал Суварнадвипу. И я хочу рассказать о них всех, об этих 3. Первый — Дharmarакшита. Говорится, что у него было особое какое-то заболевание. Говорится, что как-то Дharmarакшита встретился с человеком, у которого было особое заболевание кожи. Чтобы лечить его, ему нужно было применять кровь, человеческую кровь. И когда Дharmarакшита услышал об этом, увидел это, то он, не задумываясь, отрезал кусок своей плоти и отдал этому человеку. То есть он не просто практиковал лоджонг, тренировку ума в отдавании, даровании своего тела, но он также делал это на практике. Он, не задумываясь, мог отдать свое тело, части своего тела другим. Следующий учитель — это Майтри-йоги. Майтри-йоги, согласно истории, кто увидел, как человек бил собаку, и он увидел это, он
зародил сильное сострадание к этой собаке, и он принял страдания собаки на себя. Он не только принял переживания, страдания, ментальные страдания, но он также принял физические страдания этой собаки на себя. И в результате на его теле появились следы от ударов. И это свидетельствует о том, что он был способен принять страдания других существ на себя. И Майтри-йоги не был обычным человеком. У него был выдающийся уровень практики любящей доброты и сострадания. Это был учитель высокой реализации, мастер любящей доброты и сострадания. И третий учитель — это Суварнадвипа Дharmakirti, известный в Тибете как Серлингпа. Суварнадвипа считается воплощением Бодхичитты. Что это означает? Это означает, что гуру сам был Бодхичиттой, был воплощением Бодхичитты, был сутью Бодхичитты, либо Бодхичитта была его сутью. И среди всех трех учителей, как я уже сказал, Атиша наиболее почитал Суварнадвипу. Он считал, что Суварнадвипа является Бодхичиттой, воплощением Бодхичитты, что гуру Бодхичитты нераздельны. И он был самим воплощением любящей доброты и сострадания на всех уровнях. И это был учитель очень высокого уровня. И из всех своих учителей Атиша испытывал наибольшее почтение и преданность именно к Суварнадвипе. К примеру, он не хранил никакие реликвии после смерти других учителей, и лишь у него был специальный сосуд для хранения реликвий Суварнадвипы. У него было такое специальное хранилище, сосуд для хранилища с серебряным зонтом. И он также говорится, что Атиша не совершал ежемесячные подношения другим гуру, но он каждый месяц делал подношения Суварнадвипе. И говорится, что от этого произошла традиция почитания гуру в Тибете. От этой практики Атиши произошла традиция почитания гуру в Тибете. Кроме того, говорится, что когда он слышал имена других гуру, он соединял ладони у сердца, но когда он слышал имя Суварнадвипы, Атиша соединял ладони над макушкой своей головы и испытывал особую преданность к нему. К примеру, когда он слышал о других гуру, у него на глазах не появлялись слезы. Но когда он слышал о Суварнадвипе, то в его глазах появлялись слезы, он плакал. И когда Атиша отправился в Тибет, то в Тибете его спросили: Атиша, у тебя было столько учителей, почему ты так почитаешь Суварнадвипу? Почему у тебя такая преданность именно к Суварнадвипе? В ответ на это Атиша сказал, что у меня было много учителей, но среди всех них все они одинаковые, все они обладали великими качествами, и поэтому среди них нет разницы, кто лучше из них, кто хуже.
причина, по которой у меня такая особая преданность к Суварнадвипе, заключается не в том, что у них разные качества, но из них всех Суварнадвипа был наиболее добр ко мне. А как же Суварнадвипа был наиболее добр к тебе, спросили Атиша. Он говорит, он сказал, я ничего не могу сказать о тех качествах, зародились они во мне или нет, но я мог зародить доброту, хотя бы какое-то милосердие благодаря доброте Суварнадвипы. Без Суварнадвипы я не смог бы зародить бодхичитту, возникающие следствие практики обмена семя на других. То есть благодаря в том, что он встретился с Суварнадвипой, он смог развить бодхичитту, обмена себя на других. Это то, что говорил Атиша, встреча с Суварнадвипой. И Суварнадвипа означает древнее название острова Суматра в Индонезии. В Индонезии наших дней. То есть это название острова Суматра. Суварнадвипа — это санскритское слово. Если его перевести на тибетский, то будет называться Серлинг. И Суматра — это очень большой остров. Говорится, что он седьмой по размеру остров мира. И Суматра имеет древнее название. Это как раз Суварнадвипа, золотой континент, золотой остров. И Суварна означает золото, и Двипа означает континент, либо остров. И в наши дни мы уже не используем это название для Суматры, но все еще помним об этом старом названии. Во второй половине VII века переводчик династии Танг по имени Еджин дважды посещал этот остров, и во время этих двух визитов он провел в общей сложности больше 2 лет на Суматре. И этот гуру Дharmakirti звался Суварнадвипой. Это было связано с тем, что он жил на Суматре, жил на этом острове. Говорится, по другим оценкам, он был не просто учителем, он был правителем, царем Суматры, этого острова Суматры. Именно поэтому его звали Суварнадвипой. И сейчас у меня нет времени, чтобы рассказать, как Атиша встретился с Суварнадвипой и как он обучался у него. Если у меня будет время, я расскажу об этом позже. И из всех учителей, у которых учился Атиша, много из них принадлежало к традиции Махаяны и школы Мадхьямаки и Читтаматры. И из них Суварнадвипа и Шантипа были мастерами Читтаматры. И в практике поведения, которой придерживался Атиша, согласно его истории освобождения, это была традиция, которую он получил от Суварнадвипы. И в своей практике Атиша сочетал воззрение Мадхьямаки Срединного пути с обширным поведением Читтаматры. И это то, что в последующем стало очень влиятельным, получило большое влияние
в тибетском буддизме. И после того, как Ачиша закончил свое обучение, он был очень знающим, очень известным ученым. И согласно истории Дharмы в Индии Таранатхи, говорится, что Ачиша стал настоятелем монастыря Викрамашилы, а также был в какое-то время настоятелем монастыря Адантапури. И хотя он был очень почитаемым мастером, он был очень скромным, и также он имел равностное воззрение, он равностно относился ко всем учениям, изучал учения все школы и почитался представителями всех школ. И благодаря этому его активности распространились по всей Индии. И сейчас у нас нет много времени, чтобы говорить об этом детально. Следующее, чем я хочу рассказать, это то, как Ачишу пригласили в Тибет, как он попал в Тибет. И в Средневековье все отличалось от того, как это происходит сегодня. Если кто-то хотел в Тибете, если какой-то тибетец хотел привести индийского пандита в Тибет, то это было очень сложно. Было много трудностей для этого. И в то время Ачиша был не только наиболее знаменитым учителем Индии, но также самым важным буддийским учителем в Индии. Поэтому его было очень сложно пригласить в Тибет. Поэтому возникает вопрос, как же Ачиша пришел в Тибет, как он попал в Тибет, какие причины привели его в Тибет. И были особые обстоятельства, которые позволили этому случиться. Первое, чтобы понять, это нам необходимо понять общую ситуацию, общее положение вещей в то время в Тибете. Итак, буддизм начал распространяться в Тибете в начале VII века во время правления царя Санценга Гамбо. И затем расцвет распространения буддизма пришелся на правление царя Трисонга Дацина. И как раз это время, начиная с Санценга Гамбо до правления Трисонга Дацина, это то, когда буддизм широко распространился. Однако четыре поколения спустя, в 841 году нашей эры, царь, который известен под именем Лангдарма. Однако на самом деле это его не официальное имя. Его официальное имя было Дharma Удумцен. Это четвертый правитель в линии после Трисонга Дацина. Итак, этот правитель Дharma Удумцен, либо Ландарма, он закрыл много монастырей и начал преследование дharмы в буддизме. И затем, 50 лет после этого, в 892 году, родился Лачен Гон Рапсал. Это был мастер, кто распространял линию Виная в Тибете. И его ученики, последователи вновь построили монастыри в Центральном Тибете и восстановили монашескую самху в Тибете.
И, м, примерно прошло больше 100 лет перед тем, как Дharma снова восстановилась начала восстанавливаться в Центральном Тибете. Это второй период распространения Дharмы, который называется период позднего распространения. Есть разные оценки событий того времени. И в общем, можно считать, что больше 100 лет потребовалось для того, чтобы Дharma снова восстановилась в Тибете. После того, как пришла в упадок, начиная с правления Лангдармы и его последователей. И, конечно, об этом можно говорить намного дольше, но важно, что восстановление Дharмы началось не с центрального Тибета, а с восточного Тибета, с регионов Андо и Кам. И также началось восстановление Дharмы в западном Тибете, в регионе Нари. И если мы захотим посмотреть, как учения восстановились в Нари, в западном Тибете, нам нужно говорить о Ламе и его двух племянников. Это приводит нас к истории Лангдармы. Снова у Лангдармы было двое сыновей по имени Эсунг и Юмтен, и они начали вражду, борясь за то, кто будет наследником Лангдармы. И это положило начало раздробленности Тибета. Тибетское царство распалось на мелкие царства. И последствием этого распада стала продолжающаяся вражда между наследниками Юмтена и наследниками Эсунга. Они продолжали феодальные войны. И племянник Эсунга по имени Денимаген, он убежал в западный Тибет, в тот район, который сейчас известен как Нари. В прошлом эта земля называлась Шангшунгом. И он разделил Нари между своими 3 сыновьями для того, чтобы они не ссорились между собой. Именно от того времени происходит разделение Нари на 3 района. И еще о чем нам следует вспомнить, это когда мы смотрим на тибетскую историю, традиционно Тибет разделяется на верхний, нижний и центральный Тибет. И это связано с монгольской династией Юань. В тибетских рукописях говорится, что центральный Тибет считался единой частью. И верхний Тибет и Нижний Тибет также считались отдельными районами.
И, когда мы смотрим на историю Ларри, западного Тибета, то Дэни Маген разделила на 3 части, и регион Буранга он отдал своему второму сыну по имени Таши Дэгэн. И позже известная династия Гуге начала свое правление в этом месте. И у Таши Дэгэна было 2 сыновей. Его старший сын по имени Сонгэ родился в 965 году и стал вторым правителем династии Гуге. А позже он стал монахом и получил монашеское имя Ли Лама Ешеу. И у него было 2 сыновей, и оба его сына стали монахами. То есть как он сам, так и его сыновья обладали большой верой и преданностью к Дхарме и послужили восстановлению и развитию Дхармы в Тибете. И Лама Ешеу очень повлиял на тибетскую историю. К примеру, он перенес много учений из Верхнего Тибета. И кроме того, он поддерживал деятельность многих переводчиков, к примеру, великого переводчика Ринчана Зангпо. И эти переводчики, они начали вновь переводить учение Дхармы на тибетский, именно под его патронатом. И также благодаря ему Атиша попал в Тибет, поскольку именно он пригласил Атиша в Тибет. И говорится, что Ешеу отправился в поисках золота для того, чтобы пригласить Атишу. И во время этого путешествия правитель Гарлока захватил его в плен. И тогда племянник Ешеу по имени Шанчуп пытался освободить его, собрал необходимые деньги для залога, но не смог его освободить. И поэтому говорится, что Ешеу погиб в Гарлоке. Его не освободили, он там и остался. В любом случае, согласно пандите Ngawangpo Дракпе, который написал историю царства Гуге, говорится, что, основываясь на старых рукописях, манускриптах, которые хранились в Ngaри Толинге, в монастыре Ngaри Толинг, а также в биографии Ламы Ешеу, говорится, что хотя Лама Ешеу был стар, он отправился в Тулин. То есть, согласно этому описанию, он был освобожден из плена и еще жил после этого, до того, как достиг старости и умер в монастыре Талунг. Также говорится о том, что он провел 3 года в медитации перед тем, как умер. Поэтому это противоречит свидетельству о том, что Ешеу умер в тюрьме в Галоке. И эта биография есть еще один источник.
시가 쭈부시라에 되체 마갸를 가보시다 있어 제가 뜬거리 고송기 야게 멍유리 라다 게벌이야 마창버스 마창 Есть еще один источник, который был найден в монастыре Дрипунг. И в этом Дрипунге был найден рукопись, биография Атиши под названием «История гуру и его линии передачи». Это манускрипт примерно XII века. И в этом манускрипте говорится, что Дебу был воинственным по природе, и он вел войну против правителя Дак Мангюля. Мангюл — это один из 3 районов Верхнего Лнгари. И в конце этого конфликта также началась война в Друше и в других регионах Балтии. То есть в Унгарии есть земли, заселенные народом Балтии. И в этом регионе также началась война. И царь, правитель Унгарии, Балтии, Унгарии, захватил его в плен и строго наказал. И его младшие братья Чанчуб и Шива отправились, чтобы отомстить ему. Но они не смогли прийти вовремя, не смогли спасти его, не смогли выкупить его. И в результате он был его отравлен, его отравили, и он умер в Шулкаре. Это одна из историй. И это разные свидетельства о том, как закончилась жизнь Лиши. То есть есть разные версии, которые отличаются от того, что он был захвачен в плен царем Галоком. И современный историк Тибета по имени Церингелбо также исследует этот вопрос в книге по имени, которая называется «Стрела и власть». И он описывает эти различные оценки жизни Жиши. И на этом давайте закончим сегодня.